Общественная палата Абхазии состоит из 35 членов, 13 из которых утверждаются президентом, 11 являются представителями местных администраций и еще 11 представителями различных политических партий и общественно-политических движений страны. На этот раз в списке от президента много новых фамилий. В соответствии со статьей 8 Закона Республики Абхазия Общественной палаты утвердить членами Общественной палаты Акаба Наталью Нуриевну, Алшинба Рудольфа Григорьевича, Арзенба Валерия Засимовича, Афонова Муэда Ахмедовича, Гуня Илью Чичиговича, Джинджоля Сакрата Рачевича, Квирая Эдика Акакевича, Кичба Гульнару Михайловну, Лоло Риту Владимировну, Минасян Хачика Тиграновича, Попкова Юрия Борисовича, Убирия Данила Таймуразовича, Харзаля Фатиму Тофиковну. Президент Рауль Хаджимба выразил благодарность Общественной палате и огласил по сути программу действий нового состава палаты. Глава государства рекомендовал эффективнее реализовывать задачи, прописанные в законе. Так, по мнению президента, следовало бы проводить экспертизы законопроектов, в особенности социально значимых и имеющих общественный и политический резонанс. Думаю, в этой связи целесообразно обратиться к институту нулевых чтений, существующему в зарубежной практике для полноценной реализации функций общественной экспертизы законопроектов. Нужно приглашать для участия в обсуждении широкий круг экспертов во всех сферах, которые к этому законопроекту относятся, разработчиков законопроекта и так называемых потребителей закона, то есть граждан, а также правоприменителей, которым с этим законом придется работать. И в ходе откровенной профессиональной дискуссии и экспертной работы вынести в конечном итоге заключение. Общественная палата может и должна влиять на формирование культуры общественных дискуссий, что очень важно для политической и гражданской культуры в целом. Это второй посыл, который дал президент новому составу этого коллегиального органа. Существующие в обществе противоречия должны не выплескиваться на улицу, а становиться предметом цивилизованной дискуссии. От того, насколько нам удастся институционализировать такую дискуссию, зависит политическая и общественная стабильность и в итоге суверенитет нашего государства и его жизнеспособность. Повысить качество взаимодействия Общественной палаты с органами государственной власти и местного самоуправления. Это еще одно направление, указанное Раулем Хаджимба. В этой связи нужно строго требовать от представителей этих органов выполнения закона, в том числе в части, касающейся предоставления информации. Вызывайте на ковер высокопоставленных чиновников. Пусть отчитываются перед обществом. Я, как президент, готов делать это на вашей площадке регулярно. И мы это начали. И я думаю, что эту практику нужно продолжить. Некоторые пункты выступления президента прокомментировала Нателла Акаба, несколько сроков подряд занимающая пост секретаря Общественной палаты. С предыдущим составом парламента, вот когда Данил Тимурович был, у нас были хорошие контакты рабочие, и они нас приглашали на свои вот эти слушания по законопроектам, и наше мнение в какой-то мере учитывалось. К сожалению, вот в последнее время этого ничего не наблюдается, и очень хотелось бы, чтобы новый состав парламента был более открыт для предложений гражданского общества. Нателла Акаба выразила согласие с прозвучавшим тезисом о необходимости налаживания эффективного и постоянного диалога между различными политическими силами республики. Нужны новые идеи в этом направлении, убеждена она. Абсолютно вы правы, что необходим диалог между различными политическими силами. И, может быть, мы вот вместе найдем какую-то форму все-таки, потому что, к сожалению, вот это ваше предложение насчет политико-консультативного совета что-то не сработало. Может быть, что-то новое надо придумать, какую-то более креативную идею, над этим нужно работать. Важно то, что президент берет на себя обязательство помогать Общественной палате реализовывать предусмотренные законом обязательства, отметил член Общественной палаты Сократ Джинджоля, потому как довольно часто рекомендации палаты игнорируются институтами власти. Вот такое тихое игнорирование, как бы вот выслушивает, участвует в обсуждении, и все это уходит в песок. Это очень больно, потому что
У нас ведь приглашаем хороших экспертов. Для завершения начатой президентом процедуры формирования нового состава Общественной палаты осталось дождаться списка кандидатур от районов и политических партий и движений страны. Елена Лоло, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение.